Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я проведу отсыпку на песке на такую тему. Чего вы не ждете, а это точно совсем скоро случится. Давайте посмотрим на ближайшие 10-15 дней. Чего не ждете, но что точно скоро случится. Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть песочек откроет вам всю правду. Также хочу вас всех сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне оказываете. Земной вам поклон. Итак, мои хорошие, давайте начнем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Как интересно. Кто-то идет к вам, конфету вам несет. Человек, которого не ждете, человек, на которого обижены, человек, которого видеть не хотите. Этот человек направляется в вашу сторону и в руках несет огромный леденец. Большую и вкусную конфету. Помните, как в старом мультике? Кто похвалит меня лучше всех, тому я дам большую и вкусную конфету. Но здесь немножко другая история. Здесь именно человек идет не только со словами о прощении, а со словами о сожалении, да, что вот так все это произошло, но еще и с какими-то угощениями, с каким-то действием, с какой-то подачей. Вы очень сильно удивитесь. И как бы сильно вы не хотели видеть этого человека, я вижу, что вы смягчитесь. Вопреки всему вы помиритесь, вы вновь друг друга обретете. Если вы женщина, либо мужчина, поссорились со своим возлюбленным, либо возлюбленной, обязательно помиритесь. Если это какой-то бытовой конфликт, либо на работе какой-то конфликт, все у вас решится. Обязательно помиритесь, восстановите отношения, будет лучше, чем прежде. Вы не ждете этого мира, вы не ждете, что кто-то придет и будет мириться, извиняться. Но именно это и случится. И вы не сможете сказать «нет». Не сможете. Там человек с таким взглядом, с такой подачей. И вы так посмотрите и скажете: ладно, была не была, да, давай мириться. Да, помиритесь, обязательно помиритесь. Дальше. Вы не ждете, что какая-то блокировка будет. Видите, прям X стоит. Блокировка. Что-то будет заблокировано. Но сразу хочу сказать, что это блокировка какого-то временного характера. Как несколько часов, несколько дней. Ненадолго это будет заблокировано. Вот вижу, вы что-то начинаете делать и понимаете, что там блок, там заблокировано. И у вас сразу такие эмоции, как это так, это конец, что же делать? Значит, не расстраивайтесь, не переживайте. Знайте, что эта блокировка именно временная. Все наладится, все со временем откроется и будет как прежде, а может даже лучше будет, чем прежде. Где-то вы прям этот X встретите. Ну, X это закрыто, это заблокировано. Опять же, ненадолго. Вот, ненадолго. Вы все разные. У кого-то несколько минут, у кого-то несколько часов, у кого-то пару дней. Да? Не стоит так сильно нервничать, не стоит так сильно переживать. Дальше мне показывают очень активного мужчину. Мужчина, который, ну вот он всех шокирует своей активностью и тем, на что он способен. Скорее всего, этого мужчину считали ленивым, либо непутевым, либо бездельником, да. И тут мужчина всех удивит. Он такую бурную активную деятельность разведет. Тут даже самые скептически настроенные люди ахнут и будут аплодировать в ладоши. Да, всех удивит мужчина. У него огромная стрелка вверх пошла. Что есть, то есть. Если это ваш мужчина, прям гордиться им будете.
все ему простите. Если это какой-то знакомый мужчина, тоже будете гордиться, тоже будете радоваться и удивляться, вот как человек себя смог взять в руки, как человек прям раскрылся и как человек начинает вот эту деятельность всю свою, причем успешную, надо отметить. Так, и еще. Чья-то подруга окажется язвой. Вот вы от нее не ждете, вы с ней все повидали, такое пережили, друг друга поддерживали, друг другу помогали, друг про друга все знаете, да, вот сердца, души открывали. А тут она вам язвить начнет и, как знаете, покусывать вас. Какие-то вот речи, слова немножко как с ядом идет. И вы очень неприятно удивитесь и скажете: ну что не так? Ты меня знаешь, ты знаешь, как я живу, ты знаешь все, нет никаких секретов. Зачем ты так язвишь мне? Она либо на вас обиделась, либо действительно начинает вам завидовать. Это, кстати, тревожные звоночки, которые ни в коем случае нельзя игнорировать. Да? Не надо это оправдывать тем, что у нее настроение плохое, либо она в обиду впала. Знаете, это действительно, как сама судьба вам показывает, как высшие силы показывают, что человечек-то скукоживается, да, хорошее теряет, зато плохое обретает. Может быть, действительно жизнь тяжелая, может быть, она не выдержала в какой-то момент и озлобилась не только против всего мира, но и против вас, самой близкой и родной подруги. Вот, это тревожный звонок, тревожный. Что вам с этим делать? Ну, решите сами. Тут я не буду вам давать советов. Но знайте, что это как бы начало. Предтеча, начало того, что она, ну вот, становится такой желчной, токсичной. Она, видно, руки опустила, перестала бороться, перестала верить и видеть лучшее. И человек вот прям уходит в темноту. Ну, можно, конечно, за нее побороться, но это очень тяжело будет. Да, если человек не хочет меняться, если человек скатывается в темноту, то очень сложно остановить. Там встряска нужна. И чем ярче, сильнее, да, тем лучше. Это уже вам судить. Дальше, кого зовут на букву К? У вас прям встреча, у вас знакомство. Вы вся во внимании будете, либо весь во внимании, если вы мужчина. Слушайте, ну встреча на миллион идет. Шикарная встреча, шикарное знакомство с каким-то очень уважаемым и ценным человеком. В чем ценность, не могу сказать, вы все разные, но сами себе завидовать будете, что вы с таким человеком познакомились. Да, хорошее время вас ждет. Вы то ли ни с кем не знакомитесь, то ли вы уже не верите, что вы с кем-то можете познакомиться. А тут такое, да? Хороший момент, положительный. Так, еще вы не верите в справедливость. Ну, либо горьким опытом научены, да, что в мире коррупции, в сговоре, в кумовстве никакой справедливости нет. А она есть. И она придет, и придет вовремя, и все на свои места расставит. А здесь то ли какие-то вымогатели, то ли какие-то коррупционеры, то ли какие-то вот прям связи, да, родственные, любовные. Вот там какое-то как раскрытие идет. Все об этом будут говорить, все будут об этом шуметь, и люди прям свое получат. Причем получат очень жестко, жестче, чем обычно, да, по таким преступлениям получают. Справедливость действий, и вы ее увидите. И если у вас что-то незаконным образом забрали, отобрали, украли, лишили вас, то справедливость будет на вашей стороне, и будет порядок, вам ваше вернется, либо справедливость все восстановит. Такой прям сильный знак. Вы как заново поверите в закон, в доблесть, в честь, в справедливость, да, возмездие, которое идет, если нарушаешь. Прям поверите, еще там детям, внукам будете рассказывать. Такая сильная тема пошла. Дальше. Вот здесь женщина выдохнет от какого-то мужчины. Мужчина, который то ли жизнь ей усложняет, то ли он ей жить не дает, то ли здесь какая-то привязка, то ли давление какое-то. Не знаю, кто этот мужчина вам, но явно вы из-за него страдаете. По его вине вы как птица с переломанными крыльями.
Ну вот прям болит, вам болит то, что он есть в вашей жизни, и то, что вас постоянно донимает. Смотрите, я вижу, что этот мужчина куда-то девается, его как куда-то призывают, вызывают, забирают. Вот как-то так мне идет. Был человек, да, всплыл человек. Даже, возможно, вы до конца не поймете, куда он делся, но тут мне идет, что он куда-то уходит. Вернее, его, скорее всего, уводят, либо увозят. Как вызов какой-то ему идет. Либо за ним придут. Как видите, под руки его забирают. Он, конечно, будет против, но там уже сильно церемониться с ним не будут. А вам свобода, а вы крылышки свои полечите, а вы снова летать будете. Да? Хорошая такая картина. Особенно если мужчина тиран, если грубиян, хам, если мужчина агрессор. Вот для вас, девочки, прям не будет. Может, сосед буйный, может быть, ваш сожитель такой, да, муж, который объелся груш. Ну вот заберут. Его заберут, вызовут куда-то, за ним придут. То есть не будет рядом с вами. Крылышки свои вылечите, снова летать будете. Как новую жизнь начнете. Вот, новую жизнь начнете. Дальше, мои хорошие, вам подарок. Причем подарок вам сделает кто-то от всего сердца, от всей души. В знак любви, в знак признательности, у кого-то еще в знак благодарности. Очень мило, прям невероятно мило, душевно. Там такие слова теплые будут сказаны. Там человечек прям постарается для вас. Возможно, это не один человек, может их несколько, там семья, либо пара. Сделают вам подарочек. Может быть, это не самый ценный подарок в мире, но сама подача, как это было сделано, как это было сказано, вот тронет до слез, прям не идет, до слез, прям прослезитесь. Очень будет приятно. Кстати, еще подарок вам могут сделать ваши взрослые дети, либо взрослые внуки. То есть, не ждете, считаете, что не за что, да, нет повода, нет случая. А вот они найдут повод, найдут случай и обязательно сделают вам такой подарок. Так, и еще, что-то с урожаем связано. Может быть, вы занимаетесь садом, огородом, может быть, вы фермер, да, либо у вас свой участок, вы что-то выращиваете. Вот как не ждете вы урожая, либо вам кажется, что урожай там не порадует, да? Не порадует, что-то не так, что-то не то. Но урожай очень хороший соберете. Соберете, причем у вас еще какая-то проблема будет, что некуда собирать, не во что собирать, да? Потому что там ящики закончатся, либо мешки, что-то закончится. И вы, с одной стороны, очень рады тому, что столько много всего, а с другой стороны, немножко там будете бегать, искать тару пустую, свободные мешки. Также урожай может быть в каком-то деле, да, дело, которым вы занимаетесь. То есть мы уже говорим в переносном смысле слова. Не ждете вы там особой прибыли, не ждете вы, что там к вам хлынут клиенты, заказчики. Не ждете вы, да, что вы сможете чего-то добиться. А результат будет и очень шикарный, да такой шикарный, что и у других не получается. Даже у маститых каких-то людей, которые там гораздо выше, чем вы стоите, не получилось, а у вас получится. Не забудьте спасибо Вселенной сказать, не забудьте. Вселенная услышала ваши переживания вашего сердца. И Вселенная за то, что вы честный человек, трудолюбивый человек, что вы с любовью все делаете, вам вот такую награду дает. Так, какое-то предложение. Не ждете вы предложения, но это предложение как-то связано то ли с отдыхом, то ли с релаксом. Да, скорее всего, отдых. Может быть, вы даже и не рассчитываете на отдых, но получите очень хорошее предложение. От кого не могу сказать, но таким предложением грех не воспользоваться. За хорошие деньги, в хорошем месте, на хороших условиях. Почему бы и нет? Потому что это какое-то горячее предложение. Либо с кем-то местами поменяться. Да? Хороший момент. Придет, справа придет, на благо вам придет. Дальше. А здесь вы не ждете помощи. Вот просто не ждете, на себя полагаетесь. Либо уже так рукава засучили и думаете, что поделаешь, одной, как всегда, придется делать, либо одному все придется делать. А помощь придет. Придет и очень навязчиво будет себя предлагать.
Знаете, я так скажу, к вам на помощь придет тот человек, который к вам испытывает действительно настоящие чувства. Это могут быть родственные чувства, дружеские чувства и также любовные чувства. Именно этот человек придет, причем вы не просили, вы не звали. Человек как-то сам узнает, либо от кого-то узнает, да, и к вам придет и скажет: а я буду за тебя. Да, ты вообще иди отдохни, да, займись чем-нибудь приятным. Я все сделаю, а я все переделаю, либо я это все беру на себя. Вы, конечно, на такое не согласитесь, я вижу, но вот вместе в 4 руки будете делать. И это прям хороший момент, очень такой теплый, жизнеутверждающий и очень о многом говорящий. Да? Что вот есть человек, который действительно по-настоящему к вам относится. И не только на словах, но и на деле, да? Потому что помогает. С какой-то женщиной у вас стычка будет. Это не драка, это не ссора, это как на место ее поставите. Но тут даже не поставите, вы ее как сломаете, эту женщину. Что-то вы такое скажете, либо сделаете, либо как-то поступите, что эта женщина, она просто не переживет, она сломается. Так она вот прям острая, такая как стрела, готова там, знаете, к любой потасовке. Я крутая, я все могу, я тут всем покажу. Но вы что-то делаете, либо говорите, либо как-то поступаете, и это ее ломает, причем в нескольких местах. После этой стычки она не оправится, уже не оправится. И я не вижу, что вы там прям желали ей какого-то зла, либо что вы там как-то категорично настроены, но в какой-то момент она, скорее всего, зарылась, либо зароется, и вы ее просто поставите на место. Вы покажете, кто дома главный, да, кто мама, и все, сломанная будет ходить и оглядываться. Не знаю, еще идет, что вы ее как-то опередите. Вот в чем не могу сказать. Все-таки это отсыпка. Сломанный. Видно, заслужила. Да? Вы человек не конфликтный, вы человек открытый, добрый, совестливый. Никогда ни на кого не пойдете с палкой, правильно? А если человек заслужил, то грех на место не поставить. Вот какая-то прям неожиданная для вас история, да, неожиданная концовочка даже истории. Что есть, то есть. Дальше. Вот здесь у вас птичка. Птичка, которая откуда-то издалека летит. Издалека летит, в лапках букву А вам несет. Новое начало. Новое начало – это очень хороший знак. Издалека, очень сильно издалека. Дальше, чем вы могли бы сейчас подумать. Может быть, вообще другой край света. Новое начало. Что-то станет для вас возможным. Либо что-то возобновится, либо начнется заново. Не могу вам конкретнее сказать, но этой птичке вы просто обрадуетесь, как мане небесной. Вот чего-чего, а такую птичку. Вы даже, наверное, об этом и не мечтали. Не то чтобы ждали. В голову такое не приходило, что это может быть для вас. Что вообще это будет вам когда-либо доступно. Что вы вообще имеете возможность поучаствовать в чем-то таком. Хороший знак. Главное, чтобы вы не растерялись. И главное, чтобы вы этой птичкой воспользовались. И эту буковку А себе забрали. А вот здесь, смотрите, очень худая собака, кстати, похожая на эту борзую. Знаете, они такие высокие, худые, у них морды узкие. И сами они какие-то очень узкие, но они очень аэродинамичны, да? Они очень быстро бегают. Какой-то новый друг, либо новый знакомый, знакомая. Человек необычной внешности, возможно, действительно высокий и худой, быстрый, да? Основная характеристика этого человека, что очень быстрый. И у вас какие-то общие дела, которые вас сближают настолько, что вы прям подружитесь. Да? Потому что собачка у нас слева направо идет, да, с чужой стороны в вашу сторону заходит. Тут человек будет очень стараться с вами подружиться. И знаете, от этой дружбы вам какие-то новые дороги откроются. Это хороший знак, прям очень положительный. Крестик. О каком-то чуде узнаете, что чудо случилось, чудо произошло с левой стороны с вами, либо в отношении вас. Случилось чудо. Вам мужчина об этом расскажет. Про чудо расскажет.
как что-то плохое, ужасное обошло, отошло, в другую сторону свернуло. Вот. А вы это уже как после события узнаете. Вот тут прям мурашки будут идти. Мурашки, и вот какое-то благоговение, да, на душу снизойдет. Вы так мысленно скажете: спасибо тебе, Боженька, да, что вот случилось то, что случилось. Да, какой-то такой момент. А может быть, человек вам близкий, да, расскажет, что он в такой передряге страшной был, что на волоске висел, жизнь на волоске висела, но все хорошо закончилось. И вы прям за этого человека такая: ой, спасибо, Боженька, да, что уберег. Вот такой какой-то момент. Ну, конечно, на нервную систему это надавит. Я же говорю, мурашки будут ходить и волосы дыбом вставать. Так, и еще. Вы на что-то решитесь. На что-то решитесь, на то, что давно не решались, либо, в принципе, считаете для себя невозможным. Вы такая: нет, это не будет, это никогда, не пойду, зачем мне время тратить, это не мое, да, возраст, да то, да сё. Но на что-то решитесь. И в этом вам поможет пример какой-то женщины. Женщина, возможно, старше, чем вы, возможно, при каких-то более скудных обстоятельствах. Вот она возьмет и сделает. И вы так узнаете, скажете: ничего себе, а я чего тогда сижу? Вот на нее посмотрите, может, ее послушаете, может, она опытом своим поделится. И тоже птиц запустите. Вот как куда-то обратитесь. Может, письмо кому-то напишите, там, не знаю, правительству, либо там мэру напишите, либо в какую-то службу, да, там, с просьбой о решении какой-то проблемы, либо с запросом на оказание помощи. И вы знаете, вам не откажут. Вам не откажут, потому что на вашу птицу летит еще большая птица. То есть ваша маленькая, а большая ее перекрывает. То есть либо быстро очень ответ придет, либо ответ вот прям сразу с тем, что вы просили, придет. Да, вдохновит вас эта женщина, вдохновит. Ну, хороший знак. Главное, чтобы вы уверены были в себе. И смотрите, надо пробовать. Вот что бы это ни было. Если это, конечно, не вредит вашему здоровью, не вредит вашему кошельку, не нарушает законы, пробуйте. Жизнь, она ведь такая разнообразная. Не попробуешь, не узнаешь. А эта женщина молодец, что она с вами поделится и сможет вас замотивировать. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.